матче и капитаны команд Олег Евдокимов и Евгений Яблонский уже произвели жеребьевку, и совсем скоро уже футбол начнется. Узнаем, кто первый будет разводить мяч и кто будет первым им владеть. Уже все готово у нас к началу матча. Вот видите, мой комментатор по БФФ, я Алексей Куныш и мой коллега Иван Мицкевич. Но Иван буквально присоединится к нам через пару минут. Есть небольшие технические неполадки, но они совсем скоро будут устранены. И сегодня для вас, как я уже сказал, работает даже не один комментатор. Дальше 8 номер Антон Шрамченко, 9 Майкл Стивен Лопес, игра у нас уже стартовала, номер 15 Максим Косараб, 18 Ярослав Яроцкий, 22 Денис Ковалевский. Видите, пока убирает под ногу, под удобную, под левую, но все-таки не бьет. Максим Косараб, кстати, отличался уже в поединках Минск-Батэ. Напомню, что в апреле на Маяковке, да, как у нас говорится, здесь можно бить. Удар поворота все-таки очень сильно промазал 15-й номер футбольного клуба Минска Максим Косараб, но борисовчане сумели все-таки отыграться. Защитниками Яков Филиппович, Максим Бардачев и у нас еще Александр Филиппович у нас сегодня действует. Еще Ярослав Яроцкий, фланг абсолютно открыт Умаров, против него Умаров смещается, пас под удар Павлу Карасеву, удар поворотами, хорош Павел Пришивалка и болельщики Борисовского. Минск, видим, как обороняется низким блоком. И вот смотри, момент, и надо забивать Николаю Сигневичу, и мяча сейчас не будет в воротах. И вот после этого момента объединяемся мы с Лешей. Добавляюсь. Выжмется этого стандарта. И подает Шахбос Умаров. Достаточно опасная скидка получается, но Павел Пришивалка оказывается на месте. Команды готовились по-особому. Да, возможно, ты прав. Здесь Батэ. Умарову можно бить. Удар поворотом. И один из юных болельщиков борисовского Батэ просто поймал мяч как настоящий гол. Футбольный клуб Леванте. Такая вот третья сила Испании. А пока в атаке уже мужской Минск. Удар дальний. От Ярослава Яроцкого. Мимо пробивает Ярослав. Козлов все-таки будет с мячом. Пас параллельный на Яроцкого. Яроцкий бьет. И все-таки видим, что мяч пролетел мимо ворот, хотя было очень опасно. И Кудраська. Несколько ударов уже видели мы от Ярослава. Вот посмотрим на повтор. Милич против Евгения Чаговца. И Яблонский наносит удар, но все-таки это не самый лучший удар от Евгения Яблонского. Отличный удар у него был. И очень большой накал, очень большой интерес для болельщиков, потому что между ногом к заводам. И вот сейчас Минск переходит в свою атаку. Также команда в последнее время с заводом связана. Далекий удар, но все же выше ворот. И футбольный клуб Минск, то был перенос матча с Шахтером, то еще какие-то такие детали. Момент у Батэ. Николай Сигневич наносил удар по воротам. И все-таки даже угловой, видим, Николай не заработал. Шутил на многих пресс-конференциях, говорил, что у нас сейчас второе межсезонье было, когда вот были эти много переносов футбольного клуба Минск, и очень тяжело форму игровую. 9-й Майкл Стивен Лопес, он на ваших экранах. 15-й Максим Косараб, 18-й номер Ярослав Яроцкий, 22-й номер Денис Ковалевский, 24-й Евгений Юрий Козлов, прошу прощения, 26-й Сергей Концевой, 33-й Евгений Чаговец, 57-й номер Бол. Дальше Батэ пытается провести позиционную атаку. Александр Филиппович дает хорошую передачу. Здесь Яблонский под удар. И хорош Павел Пришивалка, когда удар наносил Шахбос Умаров. Видим мы, как Павел Пришивалка из матча матч. У нас на Борисов-арене сейчас почему-то табло перестало работать, все было хорошо, но здесь, видим, какие-то технические неполадки были не только у нас в первом тайме, но и у сотрудников футбольного клуба Батэ. А Немanja Милич тем временем идет вперед, пытается он накрутить Бруя. Здесь уже по позиции действует Ярослав Яроцкий, хороший пас и удар по воротам. Ну, это, конечно, очень далеко. Это далеко и не точно. Вот в район где-то железной дороги и там, где вот остановка Печинский находится, вот куда-то примерно туда мяч полетел. Футбольной России Тамбов. Закончим мы после этой атаки.
Шахбоз Умаров накручивает нескольких оппонентов, готовит удар, и этот удар следует ровно в руки Павлу Пришивалко. Браво, молодой голкипер. Вот можно было вот здесь, вот как раз таки вот здесь точно можно было бить, но почему-то Шахбоз решил поступить именно так. Но, знаешь, есть такое выражение, я художник, я так вижу, и Шахбоз Умаров, конечно, момент видел лучше, чем мы. Плохо разворачивается Евдокимов, Антон Шрамченко, и Антону можно пробить. Здорово убирает Бардачева. Под удар Максиму Касарабу. И здесь заблокировал удар Данила Нечаев. Будет угловой в пользу Шрамченко. Шрамченко может обыграть один в один кого угодно в нашем чемпионате. И все-таки, видим, мяч уходит за пределы поля. Ну вот про Антона Шрамченко слышал в свое время интересную историю, что чей даже не побоюсь того. Умарова очень активен был легионер Батэ, но хорош был игрок футбольного клуба Минска, атака Батэ и падение в штрафной площади. И у нас 11 метров зарабатывает Шахбоз Умаров. 26 номер Минска за Шахбозом Умаровым. Посмотрим мы повтор от коллег. Видим, что поймал на разворот, то будет сильнее. Удары Павел Пришивалко, что ж ты делаешь? Но все-таки забивает Николай Сигневич уже с добивания, но отметил, что первый удар Павел Пришивалко смог отразить. Добил Николай мяч в ворота в своем фирменном стиле. Сделал это головой, очень высокого роста Николай Сигневич, и любит так вот своими габаритами пользоваться. Да, честно, всегда обидно за голкиперов в таких моментах. Еще одна замена футбольного клуба Минск. Вместо Максима Касараба на поле появляется Юрий Остроух. Вот сейчас я это очень хорошо вижу. Вот пока Мунхетта отбил мяч у сборной Испании. Смотрим, Милич в атаке. Батэ продолжает атаковать. И что, на второй штанга. И вот так вот Николай Сигневич сейчас уже не смог отправить мяч в ворота. И раздосадован Николай. Получили 8-9. И вот это... Тут вот такой момент, пробил Шахбоз Умаров в каркас ворот, Николай Сигневич все-таки не смог добить мяч в ворота, и, знаешь, за такие моменты Минску надо... Ну, если бы, конечно, нет 11-метровый, то цифры на табло, наверное, были бы все-таки 0-0. Хороший шанс у футбольного клуба Минск, удар по воротам, но не сильно, не точно. И при все-таки повтор такой с... ракурса известного футболиста Стали Мунтари ничего не вышло в Минске. А вот сейчас момент у Минска после углового было очень опасно, и кто сантиметров не хватило. Посмотрим повтор от коллег. Пока посмотришь повтор, я скажу, что Денис Ковалевский у нас поле покидает. Видим мы, что тут за мяч велась очень активная борьба, и Череговец смог отвести угрозу от своих ворот, но продолжается атака борисовчан, подача в штрафную, и не смог кто-то из нападающих борисовского клуба, если не ошибаюсь, Николай Сигневич это был. Посмотрим, будет ли так, но я ставлю на Данила Нечаева. А защита Батэ, здесь опасный момент у нас получился, едва мяч в ворота не попал, и Данила Нечаева меняет Павел Рыбак, все верно. И знаешь, так, ладно, посмотрим. Здесь у Козлова, ну, совершенно ничего здесь не получается. И действительно, через 20 Харри был основным защитником и человеком, забившим, возможно, самый эффектный пенальти, когда разбил тогда камеру Харри Магуайр в послематчевой серии этих клубов. Скажем мы уже к концу матча подходя и о том, что ожидает команды в следующем туре. Был у нас тут момент, но Андрей Кудровец очень по-взрослому, очень здраво вышел сейчас из ворот, рассудил ситуацию как тот, не знаю, Джанлуиджи Буффон, который переживает там 10-ю или 12-ю молодость. И вот заканчивается у нас матч, свистит Сергей Красников. Поздравляем Борисовский Батэ с минимальной победой, со счетом 1-0 выигрывает Батэ. Николай Сигневич на 68-й минуте забивает гол с добивания с пенальти.